Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги. В этот прекрасный декабрьский предновогодний вечер очень приятно видеть вас в одном из самых красивых исторических зданий нашего города, в историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия в творческом вечере Пантелеймона Романовича Егорова «Встреча с песней нашей юности». Герой нашего праздника – удивительно талантливый человек, обладающий огромной жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией. В нем живет неуемная молодая душа, готовая к любым интересным творческим начинаниям. Он готов поделиться своей душевной теплотой и мудростью через песни, готов зарядить вас волной позитива, чтобы вы получили удовольствие от творческого вечера. Пантелеймон Романович Егоров, председатель правления общественной организации «Якутская Республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов, член Совета по делам инвалидов при правительстве Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Координационного совета по инклюзивному образованию Республики Саха-Якутия, директор учебно-производственного вычислительного центра Толбон, директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидат педагогических наук. И разрешите предоставить слово нашему уважаемому Пантелеймону Романовичу. Спасибо, Вера Николаевна. Уважаемые товарищи, друзья, коллеги, благодарю, что нашли сегодня время прийти на это мероприятие. Многие будут подключаться у нас, Вера Николаевна, по интернету. У нас есть такая возможность, нет? Из районов, из России, из Москвы. Друзья из Германии хотели подключиться, если смогут, чтобы наш оператор, пожалуйста, как зовут нашего оператора? Дмитрий, а он всегда ведь у нас работает. Дмитрий, пожалуйста, вот когда увидите, что кто-то голос, микрофон, руку поднимает, предупреждайте нас, и мы будем им давать, чтобы их не задерживать. Им слова приветствия. Значит, в прошлом году, в декабре, получается, год прошел. Но это начало декабря, середина, а там был конец декабря, 23 декабря. Опять-таки, вот я сейчас давал интервью в медиаслужбе Национальной библиотеки и забыл про это очень интересное, содержательное мероприятие упомянуть. В прошлом году мы проводили здесь чествование незрячих интеллигентов Якутии. Я выпускник Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. С 1971 года стал студентом физмат-факультета и сразу председатель общества слепцов Георгий Алексеевич, мой первый учитель, об этом будет ниже сказано, сразу мне дал, поручил, говорит, все, ты уже студент, хватит кашу кушать интернатовскую. Должен теперь отрабатывать то, что общество слепых на тебя вот потратило. Занимайся общественной работой. И вот я занимался 20 лет общественной работой, и в прошлом году мы провели здесь, я сказал, чествование наших незрячих интеллигентов Якутии, и именно тех интеллигентов. Интеллигентов Якутии много, более 20. А мы чествовали 7. Я их назову еще раз. Это первый известный адвокат Якутии, старший преподаватель кафедры истории КПСС Якутского государственного университета Илья Егорович Охлопков. Незрячий человек получил 2 высших образования в конце 50-х, в начале 60-х годов. Сейчас у нас незрячие еле-еле могут получить 1 образование. А вот в советское время была возможность, и он получил 2 образования.
член президиума, председатель нашего правления, Якутского республиканского правления Всероссийского общества слепых. Слепцов Георгий Алексеевич, я говорил, мой первый учитель, бессменный председатель с 1961 года по 1990 год, да, 91 год. Он руководил Якутским республиканским правлением Всероссийского общества слепых. Писарев Юрий Вениаминович, о нем я писал тоже в наших СМИ. Он ушел в этом году из жизни. Это последний из магикан, как я заглавил свою статью. Учитель математики, известный эсперантист. В советское время якутяне мало выезжали, а он почти каждые 5 лет выезжал за рубеж, участвовал во всемирных форумах эсперантистов. Вот незрячий человек в 70-е, 80-е годы выезжал, разъезжался по всему миру. Был таким интеллектуалом. Значит, 4-й член президиума Прокофий Петрович Романов, известный шашист, первый незрячий кандидат мастера спорта по русским шашкам. Он играл наравне с нашими титулованными мастерами, чемпионами. Кто в этой сфере немножко разбирается, это Савинов Николай Николаевич, наш первый мастер спорта. Он вместе с ними играл наравне. И бывали партии, когда он у него даже выигрывал. Великолепный виртуоз-хомусист. Наравне, ну, даже, я сказал бы, лучше играл, чем наши нынешние хомусисты. Владимир Сергеевич Ким, первый незрячий мелодист. Вот все это члены президиума. Зыкова Зинаида Федоровна, первая незрячая учительница, приехала из Ленинграда, в 17 лет молодая девушка, и посвятила всю свою жизнь нам, незрячим ребятишкам Якутии. Она пела прекрасные песни, о которых ниже тоже будем говорить. Ну и мой брат Макаров Семен Романович, учитель математики и первый директор учебно-производственного комбината. Вот 7 членов. И мне сказали: Пантелеймон Иванович, а вы почему про себя не написали? Я говорю: как я могу про себя написать? Я 8-й, последний член президиума Якутского республиканского правления Всероссийского общества слепых. Ну и все-таки меня заставили провести этот творческий вечер. Ну вот причина, что вы здесь сегодня собрались. Спасибо. Фонит, да, это? Плохой, да? А может вот так? Так как? Раз. Ну, я уже сказал, наверное, услышали. Все мы родом из детства. Однажды, вылетев из родительского гнезда, мы пытаемся жить самостоятельно, учимся, работаем, и каких бы жизненных высот мы не достигали, в памяти навсегда остаются яркие картинки детства. Первые родительские напутствия и наставления, первые пробы сил. Давайте посмотрим презентацию о маме Марфе Алексеевне Егоровой. Ветеран войны и труда, мать-героиня Марфа Алексеевна Егорова. Марфа Алексеевна Егорова родилась 5 сентября 1922 года в селе Улахан-Мунко Алёкминского района Якутской АССР в семье Габышевой Елены Никифоровны и Егорова Алексея Лукича. У бабушки с дедушкой было 8 детей, но многие умерли в раннем возрасте, как это случалось в то нелегкое время во всей Якутии. Мамину старшую сестру звали Мария Алексеевна. Младшую сестру звали Галина Алексеевна. Младший брат Пантелеймон был моряком, трагически погиб в Тикси, спасая людей во время крушения парохода. Марфа Алексеевна была любимой дочерью ее отца Егорова Алексея Лукича. Егорова Марфа Алексеевна, мать-героиня, достойно воспитала 7 детей,
дав всем им профессиональное образование, 3 из которых получили среднее специальное образование, а 4 – высшее. 2 сыновей, инвалиды первой группы по зрению с детства, получили высшее образование. Один из них стал первым кандидатом педагогических наук среди незрячих интеллигентов Якутии. Папа Юрий Павлович Слепцов всю жизнь проработал шофером. Когда он встретился с моей мамой, у которой было 6 детей, а 2 почти не видели, то он, не раздумывая, взял ее, якутяночку, в жену, будучи на 8 лет младше ее. Так покорила моего папу мамина красота. Это был подвиг с папиной стороны. Вряд ли даже сегодня можно встретить такой поступок среди современных мужчин. Марфа Алексеевна всю свою жизнь в течение 46 лет добросовестно проработала, начиная учетчиком-кассиром и заканчивая главным бухгалтером в сфере народного хозяйства на благо республики. По окончании рабфака в 1941 году начала работать учетчиком-кассиром управления Холбос, потом нарком пищепроме, а с 1952 года по 1962 год бухгалтером и с 1962 года по 1978 годы главным бухгалтером городской ветеринарной поликлиники, и в конце 70-х годов, когда все бухгалтерии города централизовали, стала работать в бухгалтерии горисполкома города Якутска, ныне бухгалтерия администрации города Якутска. Оттуда и ушла в 1987 году на заслуженный отдых. В фойе 2-го этажа на стенде ветеранов в здании окружной администрации города Якутска висит ее портрет. Мама в молодости была очень красивой и оставалась такой и 85 лет, с правильными чертами лица. У мамы была очень длинная и густая коса, доходившая ей чуть ли не до пят. В тяжелые военные и послевоенные годы из 8 детей у бабушки с дедушкой остались лишь 3 девочки. Мамина сестра Мария, тетя любимая Маня, мама и младшая сестра Галина. Меня назвали в честь маминого брата, одного из первых моряков-якутян. Имя Пантелеймон с древнегреческого означает «все исцеляющий», «всемилостливый». Это имя, по-видимому, и определило мою судьбу. Моя мама очень хорошо пела, и поэтому мы, ее дети, склонны к музыке и к поэзии. Мой старший брат Роман и сестра Розалия в свое время, будучи студентами сельхозтехникума города Якутска, в 60-е годы прошлого столетия постоянно участвовали в художественной самодеятельности, были лауреатами городских республиканских смотров. У нас в многодетной семье, как и во всех советских семьях, любили праздновать все красные даты календаря, дни рождения, свадьбы, семейные юбилеи. Эти веселые застолья проходили непременно с песнями под баян. Самой любимой песней, которую дети всегда посвящали маме, была песня на слова Дашкова и музыку Аверкина «Милая мама». В моей семье до сих пор на праздниках звучит эта песня, и пока она будет исполняться, имя моей мамы будет с благодарностью храниться в сердцах ее потомков. Мама всю свою сознательную жизнь проработала бухгалтером ветеринарной поликлиники. Эта поликлиника находилась на углу улиц Белинского и Каландарашвили, где сейчас находится пустырь возле корпуса научной библиотеки университета. Мама с утра до поздней ночи, чтобы прокормить 7 детей, всегда находилась на работе, и мы, ее дети, частенько приходили к ней, где могли вдоволь наиграться в большом здании поликлиники. Помню, как мы играли в качели на ремнях, которыми привязывали крупный рогатый скот. Для меня лично это было очень здорово, так как я, качаясь, подлетал почти до потолка.
Мамины коллеги, подруги нас очень любили. А может, это была простая женская жалость, ведь я с братом Семеном очень плохо видели с детства. Мы жили в отдельном доме со своей усадьбой и маленьким хозяйством с коровой и лошадью на Белинского, 64. Летом на зеленом лугу косили для нашей коровы сено. Там, наверное, повелела моя судьба, что наша усадьба располагалась в том месте, где сейчас находится фойе учебно-лабораторного корпуса Северо-Восточного федерального университета. И я могу любому из вас показать фойе ОЛК ЗУБФУ, где у нас что находилось. Дом, сеновал, амбар, гараж, хотон и так далее. Я учился в Якутской республиканской школе для слепых и слабовидящих детей. И каждый раз, проходя мимо строящегося в то время возле нас главного корпуса Якутского государственного университета, и в мыслях не мог допустить, что когда-нибудь буду учиться в этом корпусе, а тем более работать в этом для меня до сих пор прекрасном, вдохновляющем на творчество и созидание зданий на благо других студентов с проблемами здоровья. За свою многолетнюю добросовестную работу в должности бухгалтера Марфа Алексеевна никогда не получала никаких нареканий и замечаний и была награждена многочисленными почетными грамотами и различными дипломами горисполкома, Министерства местной промышленности, профсоюза, городского совета народных депутатов, трудящихся города Якутска. Марфа Алексеевна Егорова является ветераном войны, тыла и труда, награждена медалью 41-45 годы за доблестный труд на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны, юбилейной медалью 65 лет Победы в Великой Отечественной войне, медалью «Материнская слава» второй степени. Егоровой Марфе Алексеевне 10 июля 2003 года было вручено удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, а 5 сентября 2012 года вручен почетный знак «Медаль за гражданскую доблесть». Вот это моя любимая мама Марфа Алексеевна Егорова. Она воспитала от нас 6, потом, когда они с папой воссоединились, появился мой 7-й брат Валера. Он тоже получил среднее специальное образование. И, конечно, вот любой человек воспитывается в первую очередь в семье. Вот у нас была большая, но очень дружная семья. И вот сегодня я буду говорить о моих братьях и сестрах. А сейчас в анонсе у нас было, что у нас вечер, так скажем, встреча с песней, да? Поэтому у всех я по WhatsApp отправлял всем песенники, есть распечатанные, у кого нет. Сейчас начнем, товарищи, наше хоровое исполнение. Катюшу, все Катюшу знают, давайте будем потихонечку петь, вспоминать нашу прекрасную советскую юность и молодость. Таян Николаевна, мне тут арили микрофон, мне аричу говорим балдар. Расцветали яблони, все поем. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет.
И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша берет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Молодцы. Аркадий Лисевкин был, да? Эта песня в 70-е годы была хитом в Сергелях, Студгородка Сергелях. Ну и сейчас она исполняется, как молодежь ее репродуцирует, и эта песня до сих пор в наших сердцах. Kötedaya kustuktana, köreiste tuluktana, hospor kuru kirime, kuppun sürgün irdime, o erenen şerenen, orguyagay yüktenen, çumpu hospun segete, Yurguna belekte, yurgunum bağaremi, uamutun tirinleri, umnubutu sanatı, uyadı tahlatı, onerenen şehrenen, orguya yüktenen, Чумпу хоспун сегете, юргуна белехте. Я куплеты перепутал, давайте второй. Кемис хорсун киталыкта, кемис саспынин дебалта, чағылына сирелар, чанчик тарыбыны саппытар, o erenen serenen, orguya yüklenen, çumpu hospun segete, yorguna belekte, yorguna belekte. Maktav. Дальше у нас школа. Пантелеймон Егоров окончил в 1969 году Якутскую республиканскую школу для слепых и слабовидящих детей, а в 1971 году окончил Хабаровскую школу для слепых и слабовидящих детей. В сегодняшнем вечере представлена выставка «Незрячая интеллигенция Якутии», рассказывающая об истории и учителях Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Пантелеймон Романович поделится своими воспоминаниями о первом учителе, первом тифлопедагоге Якутии Георгии Алексеевиче Слепцове. Спасибо, Вера Николаевна. Значит, Георгий Алексеевич Слепцов, мы об этом год назад говорили, но сейчас вкратце быстро повторю. Он родился в 1930 году, 21 апреля,
и поступил в 1940 году в Долдинскую школу-интернат. То есть возле Тенгелю, Меганокангласского района, есть маленькая деревушка Долло, вот где была впервые образована Якутская республиканская школа для слепых слабовидящих детей. Он учился очень хорошо, был отличником, закончил и поступил в педучилище. В 1947 году он оканчивает и поступает сразу в педучилище, но так как кадров в Якутии не было, обучение именно незрячих школьников, простой педагог – это учитель, а учитель, который учит незрячих детей – это тифлопедагог. И вот Георгий Алексеевич с 1948 года начал обучать уже незрячих школьников. То есть он стал первым тифлопедагогом Якутии. Но вот общество слепых у нас почему-то факты переворачивает, называет совершенно другого человека. То есть человек, который учит незрячих детей, это тифлопедагог. И вот первый тифлопедагог Георгий Алексеевич Слепцов именно в 1948 году. И вот Зинаида Федоровна Зыкова, которая приехала из Ленинграда, вышла замуж за моего первого учителя. Я помню, как Георгий Алексеевич, я 1 сентября пришел в школу в 1960 году, и он вручил мне, если вы пишете на бумажке ручкой, мы пишем на железном приборе, пишем грифелем. Это шило такое, которое прокалывает в эту толстую брайлевскую бумагу. Вот мне дал свой теплый грифель, вот и когда вручил, показал, как держать грифель, и я чувствовал тепло его рук. И вот он учил нас целый месяц, чтобы мы могли использовать вот этот прибор, этот грифель, грамотно писать. А писать было очень трудно, мы были все маленькие, семилетки. Конечно, дайте-ка мальчику 7 лет, чтобы он сидел вот так целый день, да? Конечно, нам приходилось помогать, и вот мы сидели, рука уставала, вот мы так писали. И так писали фактически, когда рука уставала до 9 класса. Вот. Он ознакомил нас, конечно, с миром букв, цифр. Ну и Георгий Алексеевич потом стал председателем, как я сказал, Якутского республиканского управления Всероссийского общества слепых. И в 1971 году он мне поручил общественную работу, я начал работать. То есть он был моим наставником всю жизнь, не только первым учителем, он по жизни все время меня вел. Дал мне работу, дал мне квартиру. Фактически сагитировал, чтобы я не в Хабаровске учился, а приехал в Якутск и поступал здесь, в университет. Говорит, дома тебя и стены будут помогать. И так и получилось, потому что вот мои ребята, одноклассники, которые поступили в Хабаровск, они не смогли окончить, не выдержали, или тоску по родине, или там было очень трудно учиться, или условия для них не создавали. Кстати, вот я как ученый занимаюсь именно инклюзивным образованием. Что такое инклюзивное образование? Это когда ребенок с проблемами здоровья, незрячий, глухой, колясочник или с другой нозологией обучается в обычной школе наравне со своими нормотипичными сверстниками. Вот это и есть инклюзия. Вот этим я занимаюсь с 1991 года. Хотя говорят, что у нас вот инклюзивное образование в России, в Якутии развивается, но это только одни слова. В советское время про инклюзию вообще слов не было, но она была в деле. Вот я оканчивал университет именно инклюзивно. И вот Слепцов Георгий Алексеевич мне помогал. Значит, мне общество слепых выделяло каждый месяц, представьте себе, по 25 рублей на чтеца-секретаря. То есть я просил моих студентов, одногруппников, чтобы они мне читали, и им платил. Получается, вот общество слепых выдавало мне брайлевскую бумагу, выдавало мне грифель, прибор, выдавало мне этот магнитофон для записи лекций. А сейчас в обществе слепых наши незрячие студенты ни одного листа бумаги выпросить не могут. Вот общество слепых было в то время очень мощной организацией в советское время. Оно само помогало нашему советскому государству. В пенсионный фонд, отчисления, вы знаете, есть пенсионный фонд, да? Ну, во все фонды. Оно отчисляло миллионами, потому что была мощная организация с производственной огромной базой, где трудились сотни тысяч незрячих. А сегодня у нас незрячие Якутии, к сожалению, нигде не трудятся. Печально. А в советское время более 100 незрячих
У нас работали залогом, спеццех такой был. Могли хотя бы шить матрасы, заниматься столярным делом и так далее. Поэтому вот Слепцов Георгий Алексеевич был именно для меня, ну, можно сказать, вторым отцом, наверное. Поэтому своего первого сына я в честь его назвал Егором. И Георгий Алексеевич вот мне помог. Я 5 лет отработал в школе, как положено, учителем математики в своей школе. Вопрос трудоустройства очень сложный и нынче, и в то время был очень сложный. И все-таки вот Георгий Алексеевич меня смог трудоустроить в мою школу. Хотя я все городские школы обходил, мне дали вот как человеку плохо видящему, мне сказали в ректорате: вам даем свободный диплом. А в то время, вы знаете, все были по распределению. Недаром в песне пелось, да. Значит, есть такая песня про студентов, когда там Брежнев, Хрущев отправляли кого на индигирку, кого в какую дырку и так далее. Ну, такой студенческий фольклор. Вспомнил. И мне дали свободный диплом, я начал по нашим школам ходить, пошел в первую крутую школу, вы знаете, 8-я школа. Прихожу к директору, я выпускник физмата, математик. Ой, она обрадовалась, наконец-то математика дали. Я говорю, ну, у меня проблема, я плохо вижу. Ее лицо сразу исказилось, говорит, все, ты мне не нужен. Я обошел все городские школы, 10 школ, наверное. И в каждом я получал такой, встречали меня с улыбкой, я был доволен, и через минуту лица искажались. И я никогда не испытывал такого, даже на экзаменах, самых трудных экзаменах, такого психологического давления никогда не испытывал. Но вот Георгий Алексеевич меня все-таки трудоустроил в нашу школу слепых. И потом, когда я окончил, 5 лет отработал, он мне предложил стать программистом. И Центральное правление Всероссийского общества слепых набирало всех ребят по Советскому Союзу, всех незрячих математиков, выпускников, которые желали бы быть программистами. Мы обучались в Академгородке города Новосибирска. И вот благодаря Георгию Алексеевичу я получил, значит, прошел курсы повышения и начал работать уже в университете с 1981 года и до сих пор работаю в вот этом главном корпусе, мимо которого я проходил в детстве, да. Главный корпус начинал строиться с 1963 года, 62, наверное, даже года, когда мне лет 9 было. Да. И был введен, ну, как бы принят в 1968 году, но так как стена котельни обрушилась, которая должна была обслуживать главный корпус, его ввели только в 1969 году. И как раз вот наш дом рядышком на Белинского, 64, там 3 минуты ходьбы до университета. То есть вот судьба, да, и действительно, наверное, мне пошла навстречу, что школа у меня была очень далеко, в поселке Геологов, это 5 километров от Белинского, мы ходили пешком, вот папа брал нас, меня и Сеню, вот русский мужчина, брал 2 якутят, полуслепых котят, и вел 60-50 градусов в то время было. Это сейчас тепло у нас, а в то время 50-60 градусов было. И вел вечером в поселок Геологов и возвращался обратно. Человек, который ко мне никакого отношения не имеет. Просто он любил очень маму. И вот он нас так воспитал. У него было всего 2 класса образования у Юрия Павловича. Он вынужден был во время войны пойти работать, чтобы помогать своей маме. У них тоже была многодетная семья, 6 человек, а он старший был. И он 2 класса окончил, пошел работать в пекарню, потом начал работать табунщиком, потом молотобойцем и так далее, а потом шофером. Мила. Хорошо. Ага. Ну, давайте я прервусь, тогда Людмиле Степановне Ефимова, Людмила Васильевна.
участники сегодняшнего вечера, уважаемый дорогой мой Пантелеймон Романович, мы родственники. Галина Алексеевна, она была моей... доктор филологических наук, заведующий кафедрой культурологии Северо-Восточного федерального университета. Спасибо. Мы родственники, я знаю Пантелеймона Романовича давно, как только я приехала в Якутск в 96 году. Тогда наши родные, мой родной дядя Егор Васильевич и вот тетя Сангас по-якутски, да, Галина Алексеевна, это вот родная тетя Пантелеймона Романовича, они очень хорошо встретили нас, мы встречались, мы всегда были в такой большой семейной, в семейном большом коллективе, но, к сожалению, их сейчас нет, но мы всегда вот с Пантелеймоном Романовичем работаем вместе, и поэтому вот поддерживаем друг друга. Меня поразила его энергичность в воплощении, в реализации вот инклюзивного образования. Когда была ректором Евгения Исаевна, она его поддержала. У него была своя лаборатория, и они проводили курсы. Мы даже проходили курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, потому что у нас учился студент, который, незрячий студент был. Он очень хорошо пел, такой мечилете диата, он такой добросовестный, очень такой, никогда не опаздывал, ни одного занятия не пропускал, очень хорошо учился. В этом, конечно, заслуга больше всего Пантелеймона Романовича. Вот как он сам рассказывает о своем учителе, он такой и учитель. Вот сам он такой. Это во-первых. Во-первых, он мне родственник, во-вторых, вот это такой энергичный, такой руководитель инклюзивного образования. Но, к сожалению, вот сейчас он констатирует, что что-то поддержки нету, да, Пантелеймон Романович? Я думаю, будет, потому что это вот дети с такими патологиями, они, конечно, у нас есть в обществе, их это, как сказать, наша боль, и, видимо, университет вот возьмется за инклюзивное образование, потому что это требование не только нашей жизни, но и нашего времени. И в-третьих, я поражена, что... я знала, что он хорошо поет, да, а вот не знала, что он так увлечен прямо песнями нашими. И я хочу благодарность ему спеть. Я впервые узнала из его песенника, что моя любимая песня «Гитара», да, Пантелеймон Тулахнаптуллара, Лука Турнин мелодия. А вот Лука Турнин, он был носителем фольклорной приленской традиции. Он очень хорошо не только на хамусе играл, он очень хорошо пел народные песни. Оказывается, он и создавал эти хорошие песни. Эта песня очень мне нравится. Я сейчас попробую спеть, но я как человек не очень музыкальный, может, я в тон не попаду. Гитара. Сүйрекпин далгыта. Мен де тональда тутуспаппын. Тональда мен истебеппин. Мин далгыта. Гитара тегил. Эгерим түн балан. Анья хатир. Битылы керетир, эйе хайтим, хегерим, хегерим исти. Я сопровождаю Ханата кенерен, мичере юерен, бирдылы керетир, эйегетим, эгерим,
әгәрім істей. Былыты бігінам, ұйдан атыға, көк бархат уатунам, gülümlü anyo. Bir dılı keretik, eyeğetim, hegerim, hegerim, hegerim istey. Bir dılı keretik, eyeğetim, hegerim, hegerim, hegerim istey. Мақтан әже. Онан бұқа түрінен хачуэгеріна айбытавиттемін, үрәқ бір еңерінен бардым. Онан вы меня простите, сейчас я бегу на совещание при Министерстве культуры, поэтому Пантелеймону Романовичу мои поздравления. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Вот эту песню я в детстве слышал, когда было мне 5-6 лет. 5-6 лет, и мама всегда ее очень любила слушать и подпевала. И вот Людмила Степановна имеет такой же, она очень скромная, она руководитель фольклором, она очень хорошо исполняет якутские песни. И вот вы, наверное, слышали великолепный ее голос. Слово предоставляется Добрый день. Саргалани Иосифовне. Представьтесь, Саргалани. Здравствуйте, уважаемый наш Пантелеймон Романович, дорогие друзья, гости сегодняшнего такого торжественного вечера. Я с миссией от Анатолия Николаевича Николаева, и Евгения Исаевна сама лично попросила, чтобы я вручила вам благодарственное письмо. Меня зовут Саргалани Иосифовна Нестерева. Являюсь директором координационного центра по профилактике экстремизма и терроризма. Это, во-первых. Во-вторых, руководитель штаба «Мы вместе» для СВО помогаем. И являюсь еще начальником отдела по воспитательной работе Управления студенческим развитием. Вот. Сегодня такой торжественный день. Мне обязательно надо эту миссию выполнить. Я прочитаю. Уважаемый Пантелеймон Романович, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова выражает искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд в сфере высшего образования, плодотворную деятельность в развитии инклюзивного образования в Республике Саха и высокий профессионализм. Желаю вам успехов в достижении поставленных целей и всего самого доброго. На самом деле, ваша работа, ваше вот именно то, что вы вкладываете всю свою сердце, всю свою душу, да, все свое время именно в развитие инклюзивного образования, на самом деле это очень видно. Каждым годом у нас программы, вот эти вот декады, да, для наших студентов, да, буквально вчера закончилась. Мы сколько встречаемся с этими ребятами, проводим семинары, лекции, обучаем их и направляем в правильное русло, это тоже является его заслуга. Так, наши ребята участвуют в конкурсах. Какие активные вы видели бы, какие талантливые наши студенты, которые имеют такие вот возможности, но, к сожалению, как сказать, мы, конечно, ищем пути решения, как-нибудь еще, может, их более современные подходы найти, чтобы наша молодежь не чувствовала себя дискомфортно. Ну, поэтому их призываем тоже, работаем совместно с Центром инклюзивного образования. Пантелеймон Романович у нас всегда рядом, но иногда бывает, я в командировке, бывает, я потом отвечу, я такая, хорошо, вы пишите, позвоните, как освободитесь. Ну, бывают такие случаи, когда нам нужна его помощь, ну вот, или мы ему нужны. Вот. С такими словами благодарности давайте сотрудничать больше, дружно,
Ну, я не скажу, что мы не сотрудничаем. Я у него тоже училась, получила корочку о том, что я там алфавит Брайля уже знаю. Мой ребенок тоже имеет там со здоровьем зрения. Родилась она с врожденной катарактой, и поэтому я тоже знаю, что такое зрение, да, что сложно вообще для молодежи получить образование, на самом деле, очень сложно. Но мы, вот видите, каждый год что-то новое открывается, мы уже имеем искусственные хорошие хрусталики, поэтому хочу сказать, что мы на месте не стоит медицина, мы развиваемся, и вот образование тоже идет вместе с ним в ногу. Вот. Крепкого здоровья вам, Пантелеймон Романович, чтобы мы ваши какие-то тоже новые технологии, какие-то программы, еще раз тоже скажу, что мы готовы сотрудничать, если есть какие-то эти, то тоже. Ну вот видите, мы тоже меняемся. Если я вчера была зампроректором, то сегодня я немножко по воспитательной работе. Вот. Спасибо, до свидания. Ага. И вот есть Микрофон. Я Иванова Надежда Алексеевна. До этого года работала учителем физики, математики, информатики у Усимайской средней школы. В общем-то, кроме этого, я начала работать и параллельно в вечерней школе, и обучала детей, которые бросили школу по состоянию здоровья, которые не смогли доучиться, которые ушли из школы, и вот как раз они приходили в школу, в вечернюю школу. Была я учителем математики и физики, потом стала методистом, директором школы работающей молодежи, ну и потом перешла в дневную школу. Ну, в общем-то, я могу сказать, с Пантелеймоном Романовичем мы поступили в 1971 году в университет. И когда начались первые лекции, действительно, 100 с лишним человек поступило тогда, математиков, физиков, значит, у нас были общие лекции, и вот мы не знали друг друга, но в то же время, можем сказать, абсолютная тишина, когда лекции читал преподаватель. И только было слышно, как вот именно Пантелеймон, потом мы узнали, да, вот именно аккуратно, значит, пробивал картонку вот это вот с помощью своего грифеля. Потом через некоторое время он понял, что отвлекает некоторых ребят, и поэтому он подошел к нам и попросил, ну, то есть и договорился, чтобы мы писали лекции, а он будет просто сидеть и слушать. Но потом к экзамену будем готовиться вместе. И вот, да, действительно, мы писали лекции, время от времени собирались, но и как-то при подготовке получилось так, что когда я читала свою лекцию, я, оказывается, во время лекции уснула. И у меня строка пошла вниз, и пустота. И тут как раз Пантелеймон, слушая меня, значит, говорит, там должна быть вот такая запись. Он продиктовал. Я так на него посмотрела, дописала, потом дописала, потом, значит, он говорит, вот после сокращения получается вот такое-то выражение. Я была просто удивлена, да, в данном случае тому, что он, возможно, не знаю, каким-то образом старается, вот, видит это все, да, вот в данном случае. Для меня это просто как-то... Я читаю и все, да, готовлюсь, называется, да, но в то же время с Пантелеймоном я второй раз встретилась еще тогда, когда наша школа, а я тогда была учителем после информатики, и наша школа получила 4 компьютера.
Мы так обрадовались, распаковали, а когда включили, то они оказались пустые. Я тут же выехала в город Якутск, значит, встретилась с поставщиками, и вот они как поставщики просто-напросто купили, переправили, доставили, вот, ну и нужен был компьютер для того, чтобы, значит, программное обеспечение обеспечить нашим компьютером. Ну вот я тогда обратилась к Пантелеймону Романовичу, пришла к нему вот как раз в его кабинет вместе с одним из поставщиков, значит, и попросила, чтобы нам дали компьютер, чтобы мы перебросили на диски. Ну и вот, когда мы, значит, сидели, работали, то параллельно шла работа с, значит, их курсов по обучению оператора персонального ЭВМ. Там сидел молодой мальчик за компьютером, сзади сидел Юрий Афанасьевич, да, его? Юрий Афанасьевич, ну, он так вот, то, что мы пришли, он пересел взад, ну и вот парень напечатал, а потом он говорит ему: а теперь, говорит, исправь ошибки. Значит, зрячий парень, да, сидит. Ага. Он так посмотрел туда-сюда, а потом он говорит, больше 2 ошибки он исправил, а потом он говорит, еще 2 ошибки исправить нужно. И он так посмотрел на нас, потом посмотрел взад, а он сидит так на стуле, опершись на спинку, и, значит, и начинает искать. Да, вот тогда вот мы были ошеломлены тем, что вот даже мой напарник, он там так на меня тоже посмотрел, что, совсем не видит? Ага, совсем не видит. Я говорю, ну, в то же время, говорю, действительно, обучали они, эти курсы у них были. Зарабатывать деньги надо было. Ну, в общем-то, я могу сказать, в свое время, когда мы учились, Пантелеймон мне сказал: Надя, я твои шаги могу узнать из 1000 шагов. Да, действительно, он определил. Я поступила в университет, а до этого я 2 года лежала в санатории, да, после травмы. Да, в санатории лечилась. И о том, что я болею, никто и не знал. Даже вот до последнего времени, да, говорит, потому что меня всегда окружали мои друзья, они были мои опоры, как Вася Каратаев, которая всегда под ручку держала, да, и всегда ходила с ним, уводила туда-сюда. Ну и мои подружки Вера, Катя и Рая, да, которые меня всегда сопровождали, потому что я без тросточки ходила, но я ходила под ручку. Тогда я уже спокойно могла идти. А Пантелеймон, в общем-то, вот до этого, когда еще мы учились, он сказал: Надя, я твои шаги узнаю из 1000. Вот мы однажды решили с подругой проверить, правда ли он это может. И вот через 7 лет спустя, уже после, когда мы закончили университет, я говорю: о, Пантелеймон идет, Романович. Ага, я говорю: давай проверим. Он так сказал. Ну и вот мы проходим мимо него, а он говорит: Надя, а ты что не здороваешься? И вот так действительно я могу сказать, что по жизни, возможно, он тогда и выделил нас вот по моим ножкам, да, сразу же на первом курсе, да. И так мы с ним всегда дружили, и в то же время я благодарна Пантелеймону, когда нам дали с сыном горящую путевку. Я тут проездом оказалась в городе, а у меня был юбилей, и я сдала задание своим однокурсникам, значит, подготовиться к юбилею. На обратном пути я должна с вами встретиться с однокурсниками. И вот тогда действительно Сыромятников Валерий Гаврилович и Пантелеймон Романович мне устроили такой праздник, веселый, яркий, красочный, и в то же время, можем сказать, собрали всех моих близких друзей. Значит, ну, с моей стороны родственников собрала сестра, и в то же время мы
отгрохали этот юбилей, до сих пор ребята вспоминают. И в то же время я могу сказать, что вот тогда вот на юбилее он был у меня музыкантом. Он сопровождал, музыкальное сопровождение было Пантелеймон Романович. Я так благодарна. Они мне устроили, значит, после корабля бал. Я действительно была на 7-м небе. До сих пор вспоминаю это. И в то же время я могу сказать, что вот это вот как раз то, что касается инклюзивного образования, я сама, как инвалид, в то же время могу сказать, испытала на себе тоже. И в то же время я боролась. Я даже судилась однажды со своей администрацией. Я доказала, что я человек, который имеет право на работу и труд. И в то же время я могу сказать, что я выиграла этот суд. Но в то же время в Верховном суде я проиграла, но я в то же время сказала свои слова. Бог вам судья. С одной стороны, я имею очень много наград. Я почетный работник общего образования Российской Федерации. Я отличник образования Республики Саха, учитель учителей. Я имею грант, получила грант президента Борисова. Я в то же время, как учитель-тьютор от Илтумена, получила грамоту за обучение детей-инвалидов. И в то же время, получается, у нас одна работа в данном случае, вот именно показать, что мы такие же люди, как все. Мы имеем право на труд, на образование. И вот я инвалид 2-й группы с детства. Я проработала 48 лет. Сегодня я на заслуженном отдыхе. И в то же время я считаю, что у меня сейчас маленечко проблемы со здоровьем, но в то же время я могу сказать, я борюсь, я заставлю свою ногу работать так, как подобается, потому что я поставила себе цель, что все равно, как бы там ни было, я буду ходить, потому что у меня стоял выбор, либо я с ногой, либо без ноги. Вот такая ситуация, да? Ну, а Пантелеймону Романовичу я хочу сказать, пожелать творческих успехов. Действительно, с одной стороны, можно сказать, что чтобы у тебя были и помощники, и единомышленники, которые всегда тебя могли бы поддержать. Ну и в то же время, можем сказать, любви родных и близких. Ну и самое главное – здоровье. А мы со здоровьем своим все равно одержим победу. Спасибо, мой дорогой. Надежда Алексеевна только нынче ушла на пенсию с Усмайского района, да, Надя? Вот, я работал, она вот работала, она только нынче ушла. Но она, ее ребятишки, она и физик, и информатик. Ее ребятишки олимпиадники, у нее ЕГЭ по 80-90 баллов. И сейчас она занимается репетиторством по физике. Это очень редкое. Вот я по математике веду репетиторство. Мне говорят, найди физика. А теперь я вот рекомендую мою Надю. Спасибо, Надя. Одна девочка поступила в физико-технический лицей, золотой медалью нынче окончила, поступила в Москве, а вторая физмат-класс школы Артики окончила серебряной медалью. Так что, в общем-то, ребята нынче получили, я думаю, базу, с помощью которой смогли обучаться в таких учебных заведениях. Поэтому, с одной стороны, я горжусь тому, что я лучшая из лучших. Спасибо, Надя. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю
тебя, жизнь, что люблю тебя снова и снова. Вот от окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Известно давно бескорыстная дружба мужская. Вот из каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Порак поцелуй на рассвете, и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы вместе пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Мы опять повторим все сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко и лежит в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Дорогие друзья, в этот прекрасный вечер музыкальные поздравления ансамбля библиотека Кыргыттар Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия с песней «Библиотекарь кыз».
Да, вот в школе, когда я учился в Хабаровской школе, тут после у нас, ну как всегда, вот у нас была в советское время 8-летка, как вы знаете, а специальные школы у нас на 1 год дольше, потому что 1 год мы учили систему Брайля. У нас была 9-летка. И вот 10 класс я поехал в Хабаровск учиться, и Хабаровск меня ошеломил культурными, зрелищными, скажем, заведениями. Если в Якутске у меня был русский драматический любимый театр, якутский драматический театр, и все. Да? А там я увидел и театр юного зрителя, и театр музыкальной комедии, и самое, что для меня было поразительное, планетарий и цирк. И вот уже став взрослым, уже путешествуя, гастролируя, ну, в командировках, естественно, или по, скажем, соревнованиям спортивным, по шашкам, приезжая в город, я спрашивал в гостинице. Ну вот давайте для интереса я спрошу у вас, как я спрашивал у ресепшена, да, у девчонок в администрации. И вы мне ответьте. Я у них спрашивал, девчонки, ну, заселялся в номере, говорю, девчонки, скажите, пожалуйста, меня интересует один вопрос. И вот какой вопрос я им задавал? Ответьте ко мне. Варианты ваши. Мы всю ночь сидеть не можем, быстро реагируйте. Какие варианты? Василий Васильевич, ну-ка давай. Что я мог у них спросить? Значит, я заселяюсь в гостиницу, и у девчонок на ресепшене спрашиваю. Что я у них спрашиваю? Первый вопрос. Любой мужик этот вопрос задает, они говорят, но у меня вот другой вопрос. Какой вопрос? Мужик, какой вопрос в гостинице задает первый, и какой вопрос можно ожидать от меня, чувачка? Ну как, первый вопрос, есть ли одноместные... Нет, я уже заселился. А, ты уже заселился? Чё, сложно очень ответить? Любой. Где красивые девушки? Ну да. Нет. Ага, конечно. Вопрос такой? Не, я там без гитары езжу. Гитара-то груз. Значит, обычно мужик в гостинице всегда спрашивает, где пивбар? А я спрашиваю, а где планетарий? Они говорят, что за чудак к нам приехал? Где планетарий, я спрашиваю. Любой мужик спрашивает, а где пивбар? Первый вопрос. А я спрашиваю, а где планетарий? Они говорят, что за чудак из Якутии приехал? Вот, и, значит, школа у нас была очень мощная, ну, вообще советская школа, вот сейчас я сам являюсь педагогом, уже почти 50 лет преподаю математику, езжу по улусам как репетитор, ну и не только по улусам, у меня и Россия, Москва, Ленинград, Новосибирск. Даже вот когда ездил в Германию на 3 месяца, и в Германии ко мне обращались по математике за репетиторством.
То есть вот математика меня все время выручает. Я вот своим школьникам и студентам говорю, особенно вот 11-классникам, говорю, вот вы стоите на пороге вашей судьбы, вашего будущего. Вы должны сейчас определить и взять именно ту специальность, выбрать, которая вас будет всю жизнь вам помогать, ну и, конечно, вас кормить. Вот математика меня до сих пор кормит. И вот в Хабаровской школе, конечно, вот культура, духовой оркестр, сразу у нас руководитель духового оркестра говорит, вы якутяне. Он был очень грамотным, очень мудрым педагогом. У него в духовом оркестре не хватало оркестрантов. Он подходит к нам и говорит, ребята, вы из Якутии, хотя он знает, что мы из Якутии, но нас ведь по лицу видно, что мы азиаты. Вы из Якутии? Да, мы из Якутии, гордо так. Все, приходите, я знаю, что якуты очень музыкальный народ, приходите к нам в музыкалку, в духовой оркестр и выбирайте любой инструмент. Но если такое приглашение, мы пошли, конечно. Я выбрал кларнет, потому что там много кнопок. На трубе чего там, все 3 кнопки, что там играть? А на кларнете много кнопок, ну как на саксофоне. И все играют на трубе, а на кларнете мало кто играет. Вот когда пела Эдита Пьеха, да, наш сосед играет и на кларнете, и на трубе. И вот я выбрал кларнет. И, конечно, Высоцкий. То есть вот мы все выросли, мое поколение, по крайней мере, выросло на песнях Высоцкого, Владимира Семеновича, да, Юрия Висбора, Александра Галича. И вот мы, пацаны, 3 пацанов с гитарами выходили после ужина, садились, за нами сразу обязательно стайка девчонок, наших солисток. И с 8 до 11 мы пели песни под гитару. И в то время, вот я посчитал как-то, я знал более 100 песен Высоцкого. То есть я вырос на песнях Высоцкого. Владимира Семеновича Высоцкого я считаю не то что певцом, да, он прямо говорил, я не пою, я рассказываю свои стихи под гитару. Я с ним согласен, да, хотя и песни у него, конечно, хорошие записи есть, он и поет хорошо, и прекрасно знаете, он ведущий артист Таганки был. И вот на его песнях, как он пел в своих песнях 3 аккорда, для меня как 3 рекорда. Вот для нас, пацанов, конца 60-х, начала 70-х годов, именно это и было, что гитара для нас – это рекорд. 3 аккорда, если мы возьмем, 3 рекорда, мы, как говорится, осилим. И, конечно, все девчонки будут нашими. Потому что понятно, что когда вот я по Сергеляху гулял с гитарой, иду с гитарой, и окно открывается любого общежития, 13, 12, 14. Мои-то жили в 13-м корпусе. Я шел вот с Белинской, вот как главный корпус, мимо 14, мимо 12, потом до 13 доходил. Прохожу, и с 14 корпуса или с 12 кричат девчонки, гитарист, иди песни попой. А я говорю, чай есть? Есть, конечно. И вот говорят, студент всегда голодный, я никогда голодным не был. И когда мне голодно, я брал гитару и проходил по Сергеляху. Заходил, пел песни, и прекрасно там студенческий завтрак, спокойно там чай с бутербродом всегда мне доставался. Ну и приходил в свой 13-й корпус, заходил к девчонкам, вот как Надежда Алексеевна говорила, и мне читали девчонки, ну сперва пили чай, пели песни, а потом уже читали лекции. Я вот помню, Надя, в 14-м корпусе жила Света Поисеева и Катя Дыгдарова. Помнишь? Да, они жили в 14-м корпусе, и вот всегда Света с Катей меня звали. Заходи, пана, попой нам. Вот я заходил, кушал, и потом пел, потом лекции. И вот я начал с Высоцкого, я вот хочу вспомнить песни Высоцкого. Извините, гитара расстроилась в такси. Сейчас я подстрою. Так, а что не то? Не то, что ли? Это не трудно. Вас, что нам будет? Буде.
Быстрее. Мгм. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Все поем. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, отступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, а тут про таких не поют. Если парень, если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Вот на таких песнях мы выросли. Очень хорошая песня. И сейчас бы наша молодежь бы росла бы на таких песнях. Это было бы замечательно. Друга надо проверять, конечно, в горах. Ну или в трудных ситуациях. Вот еще песня Высоцкого. Мы ее пели, пацаны, на улице холодно. Девчонки говорят, не заходите, петь, а мы мерзнем. И поэтому замерзшие пели в темпе чабархах, в темпе скороговорки. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут здесь лавина одна за одной. И здесь камнепадом ревет, камнепад. И можно свернуть, скалу обогнуть, и можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже звезды внизу он хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз, нет равных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, и лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, на непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, и здесь на везение не уповай. В горах не надежен ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Последний куплет, сейчас я вспомню, подождите, последний куплет. Ну ладно. Слово предоставляется известной мелодистке, автору, исполнителю на гитаре популярных песен Марьяне Макаровой. Я, наверное, тоже сидя, да? Можно, да?
или стать. Ну ладно, сидя. Нас мало, и мы в такой теплой сегодня обстановке. Все самые верные друзья Пантелеймона Романовича. Всех вас приветствую, и Пантелеймон Романович в первую очередь. Спасибо, что пригласил. И, мы с Пантелеймоном Романовичем познакомились через Эдуарда Корнилова, поэта Алёптинского, на стихи которого у меня вышел альбом «Якутская осень» в этом году. И он говорит, что услышал эту песню где-то по радио, на радио, да? Ага, и сказал Эдуарду, чтобы он меня с ним познакомил. И мы с тех пор, это уже сколько лет прошло, уже знакомы, и я уже вот в литературном вот историческом зале музея уже третью встречу поддерживаю Пантелеймона Романовича музыкальными поздравлениями. И сегодня вот вечер называется «Песни нашей молодости», поэтому решила удивить Пантелеймона Романовича. Он меня попросил шаманку, как обычно, когда я участвую, он просит меня исполнить шаманку Вигу. А сегодня я вот, наверное, начну с песни Михаила Колесова. Вы знаете, наверное, такого поэта тоже. Он из Авено-Батантайского улуса. Поэт 2014 России. Он такую номинацию когда-то ему учредили за такие прекрасные стихи. Поэтому у меня тоже на него очень цикл много песен. И вот вспоминая друзей, сегодня хочу вам от всей души подарить. Так. За плечами полвека горчит сигарета, гитара в руках, а на сердце печаль, а на сердце печаль. Без тоски и вранья, бесшабашную юность, как просто зарю пацанов и девчат, и в сиянии белых ночей вспоминаю я своих друзей, и в сиянии белых ночей вспоминаю я своих друзей. Нам казалось тогда жизнь бескрайняя даль, и важны были каждое слово и жест. Безоглядно и слепо из наших сердец выбирала судьба женихов и невест, И в сиянии белых ночей вспоминаю я своих друзей, и в сиянии белых ночей вспоминаю я своих друзей. Ну, чего замолчали, родные мои? Дайте знать, что вы рядом, что я не один. Наша юность осталась в труде и в бою. За порогами лет, за забвением сидим, И в сиянии белых ночей вспоминаю я
твоих друзей в сиянии белых ночей вспоминаю я своих друзей. Спасибо. Такая песня, ну и шаманку, конечно. Нашу коронку. Вот как раз вот стихи Эдуарда Корнилова по брайлевской системе тоже там да, вышли благодаря Пантелеймону Романовичу. Мгм. Лишь дали осенние снегом кроют, и реки примерят зеркальный хрусталь. Шаманкою вьюга закружит завоя, в таежных распадках рождая печаль. Запляшет под бубен, смеясь и рыдая, забьется на солнце вороньим крылом. И мерзлым дыханием мглы обметая, остудит к утру мой бревенчатый дом. Остывшие бусы багряной брусники седая шаманка примерит на грудь. И дико камлая холодные блики рассыплет по ветру, отметив свой путь. Запляшет под бубен, смеясь и рыдая, забьется на солнце вороньим крылом. И мерзлым дыханием мглы обметая, остудит к утру мой бревенчатый дом. Задует снегами дворы и дороги, швыряя по окнам крупой ледяной. Встряхнув бубенцами, покинет пороги и канет в тайге за туманной рекой. Запляшет под бубен, смеясь и рыдая, забьется на солнце вороньим крылом. И мерзлым дыханием мглы обметая, остудит к утру мой бревенчатый дом. Спасибо. Спасибо большое. Так вот, Марьяна сказала, что я познакомился с ней, с Эдуардом через радио. Вот радио, это у нас... Вот я с детства, так как плохо вижу, я любитель радио. С утра до вечера, и сейчас я с утра до вечера радио. И вот виновница нашей встречи. Журналистка НВК «Саха», ведущий радиопередач «Культурная среда» и многих других, которых я не знаю, Любовь Дмитриевна.
Здравствуйте. Вот сейчас Марьяна спела песню, Марьяна Макарова спела песню «Шаманка», да, свои песни автор. Кстати, у нас была передача «Берег дружбы». И как раз, да, вот Марьяна тоже была героем, была одной из героев наших передач. И вот и Эдуард Корнилов, кстати, тоже свой путь на профессиональный союз, он недавно стал членом Союза писателей, и вот как раз мы его на этой передаче мы его раскрутили, вывели, он стал известным, его узнали. И сейчас он уже профессиональный поэт. Эдуард Корнилов, алёкминский поэт, он член Союза писателей Якутии и России. России, ну, нет, Якутии. Угу. Ну вот с Пантелеймоном, да, а с Пантелеймоном Ивановичем, кстати, мы тоже познакомились, тоже благодаря песне. Одна из первых наших передач была как раз про нашего первого якутского барда, да? Володю Егорова, Владимир Прокопьевич Егоров. Да. Василий Васильевич знает его прекрасно. Вот тогда была у нас первая передача, его песня о старом городе Якутске. И эта песня, конечно, хорошо было бы, чтобы эта песня стала гимном, да, старого города Якутска. Угу. Ну, с Пантелеймоном Романовичем мы продолжили наше сотрудничество долго, да, лет 5, наверное, да? Больше. Ага. Как раз мы продвигали инклюзивное образование. Про инклюзивное образование. Благодаря Любови Дмитриевне только вот на НВК СХ звучала эта тема каждый месяц. Она меня приглашала, и вот мы о наших результатах, о нашей работе, о наших планах, все мы нашему населению рассказывали благодаря Любови Дмитриевне. Спасибо. Ну, я люблю, когда у меня вот такие постоянные респонденты, мы их называем, респонденты, когда есть постоянные. Ага. Ну, что нужно сказать, что Пантелеймон Романович – это, конечно, большой ученый, как сказал наш президент Айсен Сергеевич Николаев, это ученый с мировым именем, продвигает инклюзивное образование у нас, единственный, наверное, да? Только в декабре из Германии приехал. Вот, из Германии приехал только в декабре, мы переписываюсь из Германии, писал. Ну, я поздравляю вас, Пантелеймон Романович, с этим замечательным творческим вашим вечером. Пантелеймон Романович показал, что он не только большой ученый, большой такой общественный деятель, он музыкант. Кстати, он очень хорошо играет на хомусе, надеюсь, сегодня сыграет, да? Нет, да? Сильно много инструментов сказали, берешь. Ну, жалко, на хомусе он очень хорошо, профессионально играет. Ну, желаю вам больших успехов, удач, здоровья, счастья и любви. Спасибо. Ну и слово я хочу предоставить Марии Семеновне, которая сама о себе все расскажет. Хорошо. Спасибо большое. Тоже сидя расскажу, да? Меня зовут Мария Семеновна Потапова. Я выпускница Республиканской физмат-школы, закончила в университете ЯГУ физический факультет, учитель физики. Работаю с 90-го года в образовании. Ну, из них работала еще 5 лет в управлении образования мэрии. Так, сейчас я работаю в Тулагинской средней школе. Так, тоже горжусь своими званиями. Вот внимательно слушала. Напротив меня сидит очень заслуженный человек. Я тоже горжусь, что я отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник, почетный наставник, точнее, городского округа город Якутск и почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, чем очень горжусь. Спасибо. Сегодня такой замечательный вечер. Я поняла, что все давным-давно все знаете друг друга, да? А я совсем недавно познакомилась. Работая в школе, мы решили организовать для всех учителей курсы. Обратились в Бюро ИПК, они к нам приехали и сказали, какие же вы хотели бы пройти курсы, что интересует вас. И лично я поднялась и предложила, что нам очень хотелось бы, чтобы были
приехал лектор и рассказал нам об инклюзивном образовании. Немножко такая, несколько было пожеланий, они записали все это, и к нам на курсы приехал в школу Пантелеймон Романович Егоров. И вот мы тогда познакомились. Это было совсем недавно. Мы же работники школы все время живем учебными годами, да? Учебный год начался, закончился. Это было в прошлом учебном году, весна была, да? И вот мы познакомились, я очень внимательно слушала с коллегами и поняла, что к нам пришел непростой человек, особенный, очень интересный, много-много знающий, везде побывавший, и работал и со школьниками, и со студентами. И я подумала, было бы здорово еще продолжить общение, и было бы здорово, что я буду постоянно вспоминать и рассказывать нашим школьникам, что вот есть человек, который всю жизнь посвятил инклюзивному образованию. И когда пригласил меня сюда на творческий вечер, я сказала: ой, у меня, извините, у меня столько много работы, потому что мы просто безвылазно работаем в школе с утра до вечера, на что он мне так хорошо сказал, вернее, написал. Нет, голосовой отправил, да, Пантелеймон Романович, он сказал, что работа, она никогда не закончится, работы очень много, а надо в жизни найти минутку и посидеть, послушать, побыть на творческом вечере, где доброе будет общение, песни. И я все бросила, оставила, тут бесперебойно пишут. Я приехала и не жалею об этом, потому что я увидела вас, послушала. Вот вы сказали, Сыромятников Валерий Гаврилович, он меня учил. Он меня учил, я прямо прекрасно его помню. И каждого из вас, я думаю, каждый из вас очень интересно расскажет и о себе, и о знакомстве, и об общении с Пантелеймоном Романовичем. Просто я живу не в Якутске, я живу в Тулагино, а в 6 часов сказали, что меня заберут. Мне очень жаль, конечно. Ну, просто температура низкая, приедут и заберут. Но сегодня очень хороший вечер. Я даже в этом зале, оказывается, даже не помню, когда была. Наверное, может быть, даже и не была. Сижу и думаю, какое хорошее место, какое замечательное, вот какая обстановка. Здесь можно собираться, да. Я так благодарна знакомству с вами и думаю, что все у вас будет хорошо, и вас непременно должны поддержать. Я так думаю. Потому что сейчас такое время, и тем более мало того, что в школе очень много детей, которые приходят уже с проблемами здоровья, да, очень много детей, но еще и сами учителя вот с возрастом все сталкиваются с проблемой зрения, буквально все. Уже все переходят на очки, у всех какие-то не очень хорошие диагнозы, и сталкиваются с тем, что возникают проблемы того, что ты весь окружающий мир видишь не так, как хотелось бы. Поэтому я думаю, это очень-очень важно. И каждый человек должен понимать это, потому что жизнь идет, мы все вместе одновременно взрослеем. Рада всех вас увидеть. Всем желаю, особенно Пантелеймону Романовичу, и всем желаю здоровья, желаю счастья. И в преддверии уже новогоднего настроения, новогодних праздников можно всех поздравить, я думаю, с наступающим Новым годом. Да, пожелать творческих. Я думаю, здесь много творческих людей, потому что все так хорошо подпевают, у всех голоса такие хорошие. Я сижу и думаю, как жаль, что я не умею петь, но у меня душа всегда поет. Детей заставляю в школе петь в караоке всем залом. Пусть хоть не умеете, но вы хотя бы, не знаю, ощутите это, пропойте, прокричите, что-нибудь сделайте, потому что Бог не всем дает голос и слух. Так, еще раз спасибо большое всем. Желаю всего доброго вечера. Спасибо вам. Вот, будучи в Германии, я посетил очень знаменитую, известную гору Лорелей.
Лорелей – это известная немецкая легенда, предание, и о ней очень много написано картин, стихов. Композиторы, такие великие, как Роберт Шуман и Ференц Лист, написали музыкальные произведения, оперы написаны. И наши российские, советские поэты перевели стихотворение великого немецкого поэта Генриха Хайне «Лорелей» на русский язык. Это, конечно, самое хорошее, ну, в интернете такое мнение, самый хороший перевод – это Александр Блок, который старался именно дословно перевести, соблюдая количество слогов в строке немецкого текста и русского текста, и передать ритмику немецкого, скажем, предложения. Хороший перевод Самуила Яковлевича Маршака, но и многих других. И вот я математик, я не лингвист. Я решил, с прошлого года я что-то после математики меня потянуло, ну, на поэзию меня тянуло давно. Еще в 15 лет я сочинил свое первое и последнее стихотворение о любимом городе Якутске, когда дал это стихотворение моей классной руководительнице, учитель русского языка. Через неделю спросил, она говорит, ну, такое среднее. И, конечно, обрезала мои поэтические крылья. Но вот с прошлого года я занялся переводами. И вот Генрих Гейне так мне своей поэзией очаровал. И Лорелей я написал целое эссе. Я думаю, Национальная библиотека в своем электронном сборнике мой эссе разместит, и вы можете познакомиться. И вот, пожалуйста, Генрих Гейне Хайне Лорелей. Я продекламирую на немецком, а потом мой перевод на русском. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet. Sie kämmt es goldenes Haar, sie kämmt es mit goldenem Kame und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergab es mit wildem Weh. Schaut nicht die Felsenriffe, schaut nicht hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffe und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Ну и мой скромный перевод. Я не знаю, что это значит, что мне так грустно порой. Сказка из древних преданий не покидает ум мой. Воздух прохладен, смеркает, рень течет под горой. Вершина горы блистает, вершина горы сверкает вечернею зарей. Красавица восседает на скальной вершине крутой, и украшение блистает, как гребень ее золотой. Гребец в челноке околдован, охвачен дикой тоской, не смотрит на скалы и рифы, он видит лишь лик золотой. Мне кажется, волны поглотят гребца, и челнок вмиг сей. И это своим пением свершила Лорелей. Вот я направлял варианты переводов, и мои друзья ответили, какой лучший, какой худший. Ну и, конечно же, первый мой перевод, это был перевод стихотворения моего друга, моего однокурсника, известного поэта Якутии, доктора технических наук, директора Института
Северо-Востока, Института физических, технических проблем Севера, Егора Гавриловича Старостина. И когда вот Гоша, мы вообще не знали, что он занимается поэзией, но однажды он пришел и показывает мне сборник своих стихов. Я говорю: Гоша, ты знаешь, что я почти не вижу? Ты мне сборник подарил, спасибо, но ты мне отправь электронный вариант. Тогда я с помощью моей методики могу на компьютере его прочитать. Он мне отправил электронный вариант. И вот одно стихотворение меня очень затронуло, как говорят, до глубины души. И как говорил его друг, ныне покойный, тоже известный, я сказал бы, поэт первой величины, Иван Васильевич Мигалкин, он сказал, что поэзия Егора Гавриловича Старостина пронизана глубоким философским смыслом. Я с этим полностью согласен. Тел тарыр масхаран, сағы тететі атыр, сиркесі ласпарын етеғатен хадныр. Инчағай тәқ болдығым, еғайыр икке тақтақ, көлемін тоғыр болағым, тоң хытар бадақтақ. Құмағы толануғар, оңорыңырар кирбиге, чуғахырым оннуғар батыллабын тибиге. Билебин, тоғы барыта икке үріттәғін, кығын сағығытта бар салдар көстәғы. Кем кәрди қатыланар, сир дойду улар яр. Кайгылар бұны ғабын, саналар бұннардыбын, ағылырым бұғығар бәғақ суя хатыбын, төң саға әріл күймігар санабын хатыбын. Қараржық тақсарығар сүз бүк әренебін, көққы үктенер туғығар өретиебін. Мой перевод. Ветер, деревья причесывая. Вот эта фраза «Тел тарыр масхаран» очень образная, очень поэтическая. Меня затронула. Ветер, деревья причесывая. Весну нам приблизить старается. О тепле земном в изобилии всем людям поведать пытается. Я на земле сей живущий давно, хожу на ней на двух ногах пока, а лаз, куда стекается мой пот, уже замерзает наверняка. На бумажных полях поэзии вдаль меня манящих, неизвестных, вместо того, чтоб на йоту пройти, застреваю в сугробах словесных. Зная точно, бывает всегда две стороны в одной медали, кто сильнее из них, с темной ночи, кто сильнее из них, зима с весной долго выясняли. Времена всегда повторяются, и все вокруг нас изменяется. Победы свои раскидываю, ошибки в уме прикидываю. Между моими одышками я изо всех сил стараюсь крепиться. Хоть малой надежды крупиночку мой ум найти повсюду стремится. Весной проталинки появятся, в 100 крат уверен в этом точно я. Чтоб на травку ступить зеленую, прилагаю я все усилия. Егор Гаврилович, Гоша, мой друг, очень любил природу, был заядлым рыбаком, охотником. И я хочу слово предоставить его супруге Ларисе Петровне. Егор Гаврилович Старостин, это вот однокурсник Пантелеймона Романовича. Они вот в физмат факультете учились, потом поддерживали друг друга. Но сейчас Егора Гавриловича нету, 6 лет уже прошло. И ну вот они тоже познакомились с ЕГО, студентами были, а после окончания тоже друг друга поддерживали. Как-то вот Гоша тоже доброжелательно относился, помогал. И... Гоша вывозил мою жену из роддома, когда вот Юра родился. И потом он всегда, когда Юру видит, говорит: ты помни, Юра, кто тебя из роддома вывозил? Ага, но оба были такие, ну, с юмором, много друг о друге рассказывали.
И сегодня вот я пришла на очень приятное мероприятие. И оказывается, вот Пантелеймон Романович такой талантливый математик, ну вот по диплому, по образованию, а так вот уже дальше и творчество мы вот послушали, даже переводом занялся. И, ну, после ухода Егора Гавриловича Пантелеймон Романович меня поддерживал, много, вот недавно в сентябре даже мероприятие, мемориальную доску открыли. Он и материально помог, даже это, я была тронута. И все время из Германии спрашивал, как там дела, как там получается, кто чем занят, сколько придут, надо оповестить всех информаций, что приняли участие. Я вам тоже очень благодарна. Ага. Будем держать связь. А до этого, конечно, вот на стенде тоже Пантелеймон Романович, ага, вот тоже вот в этом зале мы проводили мероприятие, вот как презентацию, ага, вот стихотворений на специальном языке, вот, которые, наверное, пользуются, 2-3 вот книги в архиве библиотеки. Стихотворения и рассказы вот опубликованы были. И, ну, я в свое время работала в Министерстве социальной защиты, и там тоже видела вот Пантелеймон Егоров, вот так рассказывали, что вот он на приеме у министра, заместителя, по отделам ходит, ну, вот по своим этим ВОК общественным делам решали, какие-то вопросы ставили, проблемы решались. Я его тоже видела, что он такой деловой, ну, свои эти вопросы ставил и чтобы вот до конца доводил. И также вот Пантелеймон Романович познакомил с Марьяной Макаровой. Ага, тоже проводили мероприятия. Ага. Марьяна тоже вообще несколько сочинила песен на стихи. Сейчас она споет. Ага, Егор Гаврилович, ага. Олегин, я вам благодарна, будем держать связь, ага. Такой, ага, я вам желаю тоже здоровья. Вы человек талантливый, как сказал, доброжелательный. Желаю вам дома вот благополучия, удачи вот в творчестве. И, ну... Спасибо. Тогда слово передаем Марьяне Макаровой. На стихи Баягантая Марьяна Макарова написала несколько песен. Вот она сейчас... Я очень благодарна Пантелеймону Романовичу, что он меня познакомил со стихами Егора Старостина, Байгантая, с которым я в этом году еще и выступила на фестивале авторской песни и поэзии «Берег дружбы» в городе Томмот с песен всего на его стихи. Но я выбрала сегодня для этого вечера про зимний вечер, Кыгыңы песню. К вашему вниманию. Ой, извините еще раз, волнуемся. Кемире қары әрітіен тілқалаңа ұқтабыда. Сулус болан, субу сулуқту намықтық қадамыдары. Қара
Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Бөгүрө тоңмут будойдуга кыраттандаганы сагылан. Уяланар сыласеи эйгин агынар быттан. Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Тоңу қарға батылыбыт қатыңнарға қолубын. Нарын намчы лабаларгар көксе бірдегі ойулубын. Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Караңаны тымныны керүдәе сәтибин. Спасибо. Ну, еще сегодня вот по свое поздравление отправила Ирен Дрозд, тоже поэт, тоже автор многих моих песен, которые я тоже нашла на фестивале «Берег дружбы». И она сегодня тоже передает большое-большое свое поздравление Пантелеймону Романовичу и попросила спеть мне песню на ее стихи, теперь уже про лето. Давайте. Чтобы мы вспомнили Да. в этот туманный, Ирен Дрозд. холодный вечер наше лето. Любимое лето. Любимое лето. Взять зеленые блюда ласа я хочу из березовых рук. Полный зелени вынести сразу, затерявшись средь белых подруг, чтоб потом там навеки остаться в сладкой неге зеленого сна. Пропустите в березовость царство, лето в зелени вымажь меня. Постараться и с каждой обняться, прижимая под нос дорогой, ощущая касания платьиц их, что ветвятся вкруг блюда с травой, чтоб потом там навеки остаться в сладкой неге зеленого сна. Пропустите в березовость царство, лето в зелени вымажь меня. Босоногою стану топтаться, как наряден их девичий круг. Пусть ощущая касание... Ой, я уже тут перепутала слова. Ну все, наверное, уже. Спасибо. Так, вот я говорил, у нас семья очень большая. Роман Романович окончил сельхозтехникум, мой старший брат, и он очень хорошо пел. Телевидение у нас в Якутске появилось, как вы знаете, в конце 60-х годов. И вот он работал по окончании сельхозтехникума в Мегино-Кангаласском районе, был агрономом и выступал за художественную самодеятельность Мегино-Кангаласского района, и по телевизору постоянно его показывали. И вот мы гордились, что наш брат Роман Романович – звезда телевидения.
Ну, вроде говорите, что я вроде пою, да. Я не пою, я как Высоцкий, я только рассказываю. Вот мой брат действительно был великолепный тенор, пел, и моя сестра Розалия Романовна великолепно пела. Ну и, конечно, мой брат Семен Романович, первый директор, который создал учебно-производственный комбинат в обществе слепых. Я хочу слово передать Александре Владимировне Романовой, которая очень хорошо знала моего брата, потому что он всегда дружил с Валерием Ивановичем, с ее супругом. Но мы все Валерия Ивановича любили, с ним дружили, но особенно Валерий Иванович уважал Семена Романовича, с ним дружил. Ну и Семен Романович очень тесно общался вот с семьей Романовых. Пожалуйста, Александра. Ну что, вот я не могу сразу переключиться с Пантелеймон Романович. Я несколько слов о нем скажу. Вот мы соседи по даче. Вы не представляете, это еще сельскохозяйственник такой. Вот он утром просыпается, у него курочки. Он кричит: девчонки, идите кушать. Он их кормит, он выращивает помидорки, цветочки, огурчики. Ну и еще это консервирует все. Молодец. Вот такой вот. С такой стороны, наверное, только я его знаю. Дачники. Да, я еще слежу за его дачей, когда он уезжает. Охрана. Ну, а потом хочу сказать, что про Семена Романовича, конечно, человек был очень удивительный, точно, ну, много общего у них, потому что он был человек, вот, знал, к чему идет и к той цели шел, и стал, когда директором, он очень много делал для сотрудников. Организовал в то время, когда такой был сплошной дефицит, он организовывал такие торговли, где сам никогда ничего не покупал для себя, все старался для людей. Ну, с мужем они всю ночь играли в шахматы, в шашки, да, эти соревнования. И вообще у нас время проходило, ну, как сказать-то, ну, сокровищница энергии какой-то была, когда мы были все вместе. Мы могли ходить и в театр, и в ресторан, и на купалку, и катались на лодке. И все это было, ну, очень на таком хорошем уровне. Вот нам все завидовали. Ну и хочу сказать, поблагодарить вас, что вы меня пригласили. Чудесный вечер. Ну, видимо, к хорошему плохое никогда не липнет. Это уже известная истина. Поэтому прямо я довольна, что побывала в вашей среде. Спасибо всем. Спасибо, Александра Владимировна. Так, я вот хотел бы еще, у нас время уже заканчивается, да? Хасбулла? 6:15, да, уже нам пора закругляться. Да. Не, мы всем дадим. Так, значит, Василий Васильевич Слепцов. Встаньте, Василий Васильевич. Но, как скажу, так, сегодня он индивидуальный предприниматель, а 50 лет назад был красавцем университета, первым гимнастом Якутии. Первый кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Василий Васильевич, физик, здесь много физиков. Вот соседка прямо вот сел возле моей Нади, физика Надежды Алексеевны. Да тут еще Тамара Аргунова, ваша однокурсница. Я был у нее, как бы, когда она дипломную защищала, ее куратором. Так что все так близко. Вы как сказали про Валеру Сыромятникова. Ну, значит, я поступил в 69 году на физмат. Значит, и первым делом удивился одному факту. У нас в 71 году на математику поступил незрячий человек. Народ безмолвствовал. Смотрели, кто же это такой. Оказалось, это Семен. Потом мы подружились. И через 2 года, видать, по стопам старшего брата пошел Пантелеймон Романович, да. Наташа и Есенина. В 69-м, да. В 71 году у нас уже, ну,
большая группа гимнастов во главе. Кафедра была очень сильная. Геннадий Андреевич Гусев занимался гимнастикой, и в 1971 году к нам подошел мальчик, который очень плохо видел. Мы такие старые, уже прожженные волки, смотрим на него. Ну-ну, что он тут нам покажет, что он сможет. Ага. С ним, кстати, поступил еще и Скрипин. Я помню, как его звали? Вова Скрипин, ага. Через несколько месяцев тренировок Вова Скрипина сдуло с тренировок. И остался Пантелеймон Романович. Ну, пана я буду говорить, можно, да? Пана. И тогда Геннадий Андреевич сказал, вот с этого человека выйдет очень большой толк. Он как-то предвидел это. Потом пана нам рассказывал, что во многие секции он ходил спортивные, его никуда не принимали. И вот только Геннадий Андреевич, ну, у нас система такая была, все-таки жестковатая маленечко. Тяжело было. Значит, я сперва пришел на легкую атлетику, думаю, за людьми бегать буду. Бегал, а потом начали там уже прыжки и так далее. Длину, высоту мостик отодвигали дальше. То есть на 1,5 метра я прыгал, мостик близко был. А когда уже 1,60 м, 1,70 м, мостик отодвигают, у меня разбег я уже не вижу. Я сбивал планку, меня вызывает тренер. Плохо видишь? Да, уходи. Я прошел через бокс, через вольную борьбу. Ну, 7 секций прошел. И пришел на 8-ю к Геннадию Андреевичу, говорю, я плохо вижу. Я прямо говорю, я плохо вижу. Другие секции я не говорил, что плохо вижу. Просто тренировался, потом меня выкидывали. Зашел, говорю, я плохо вижу, но я хочу заниматься спортом. Он говорит, нет проблем, я знаю гимнастов незрячих, мастеров спорта. Хочешь, занимайся. Вот. Ну, это не только то, что все-таки много было студентов, которые к нам приходили и уходили. И не могли не только справиться с нагрузками, а просто перспектив не видели. И вот Пантелеймон Романович и пана очень плодотворно трудился. Вообще, кажется, это человек, вот тут собрались именно в узком направлении музыкальном, ну а у нас как раз в окружении гимнастики было очень много музыкантов. Вот Володя Егоров, который был, он тоже, ну он ДШ заканчивал, он вообще с детства занимался, он был уже нормальный гимнаст. Братья Гусевы, вот Саша и Миша, сыновья Геннадия Андреевича. Ага. Вот. Так что вот занимались ребята, и Маша Герасимова была музыкантшей, поэтому как бы гимнастика соприкасается с музыкой. Я бы сказал, что это гимнастика – это музыка тела. Надо уметь владеть телом, а пана, он, мне кажется, владеет всем. И кроме того, что владеть телом, надо еще и быть логически, математически одаренным, чисто, чтобы быть хорошим гимнастом. Все эти качества у него были налицо. И трудолюбие, конечно. Там сколько мозолей сорвано, это мы понимаем. И потом, когда я ушел уже с ИГУ, я слышу, что пана стал чемпионом ИГУ в своем разряде. Кажется, 2-й или 1-й, по 1-му разряду чемпионом ИГУ. Это когда вы уехали в Красноярск на универсиаду, все сильные Гусевы, вы все, я остался и молодняк. Ну, естественно, я выполняю 1-й разряд, и Геннадий Андреевич говорит, ты чемпион университета. Ну, и ладно, тоже хорошо. Противников можно и так, соперников не противников. Но мы, прежде чем заниматься гимнастикой, помнишь, мы играли в баскетбол.
Потом вы в баскетбол, после нас приходили баскетболисты. Ну, И вы, Гусевы, и вы с ними играли вместе, и вы их выигрывали. ну. 2-метровых пацанов вы Ну. делали только так. Не, ну я же, первое мое увлечение был баскетбол. Вот я говорю. Вы это Я очень хорошо водили. за сборную, И у вас за сборную Якутска выступал. великолепные передачи у вас были. Вы баскетболистов только так делали. Ну, ладно, согласен. Ой, вообще интересно тренировались, конечно. Вот такая, вот Вова, еще надо сказать, что на физмате был же у нас ансамбль музыкантов, который создал Я, Володя, да, и там как раз и, Саша Васильев, да, Сережа, Сережа, Юра Ефимов. да. Как Епифан Вот. его называют. Юра Ефимов у нас учился, потом взял академ и стал учиться с вами, видать. А нет, он на год позже, в 75-м он закончил. Ага. Ну вот, и поэтому очень много музыкантов было. Сережа Валикжанин, да, это вот дед органист. Ага. И поэтому вот у Паны он много станочник. Вообще, если разобраться, куда бы он ни влезал, всегда обязательно чего-то добивался. Это здорово, это черта такого характера. Вот Геннадий Андреевич не просто так сказал, что вот с этого мальчика будет толк, когда ты пришел. Мы-то... Ну, у нас вообще хорошая, сейчас вспоминаю, вот, ностальгия. У нас Алквиат Иванов тренировался с нами. Чемпион России многократный по вольной борьбе, приходил в гимнастику, когда стал студентом мединститута. Потом он стал вообще большим человеком, профессором, чуть ли не академиком медицинских наук. Ну вот. Что хочу сказать, Пана. Ты всегда был для нас примером. Самое интересное из молодости. Идет чемпионат ЕГУ. Все с замиранием смотрят. Прыжок через коня. Переворот вперед. Сложное упражнение не только для зрячих, но еще. И вот все с замиранием смотрят. Пана разбегается, чуть приостанавливается, коня, видать, не видит, остается немножко шагов, там спуртует резко, об мостик, переворачивается и встает. Вы бы видели его глаза. Вот такие вот глаза. Ну что стоит, не шелохнется. И вообще, там можно было аплодировать. Вот так он завоевывал уважение вот у коллег по спорту. Ну, еще, если о спорте говорить, у него много. Он и шашист, он и шахматист. Но в основном шашки было его большое увлечение. Но я этим шибко не знаком, я только говорю о своих воспоминаниях по гимнастике. Ну вот, дожили мы с тобой до 70 и выше. И надо нам с тобой еще чуть-чуть не подкачать. Ага, давай, здоровья тебе. Спасибо. А остальное все у тебя. Да. Спасибо. Наш первый гимнаст Якутии. Мы смотрели на него, Вася, в струночку, в ниточку. Все девчонки, мы занимались и мужская и женская группа, все девчонки, Вася выступает, все замирают. Даже тренер девушек говорит, смотрите, Слепцов выступает. Учитесь у него тянуть носки. Носки должны быть как у балерины, прямые. Ну и, конечно, слово последнее. У нас вот самая моя дорогая Зинаида Гаврилевна. Это племянница моего первого учителя Георгия Алексеевича Слепцова, подруга моего старшего брата Семена Романовича. Она у него работала. Так что слово
о моем первом учителе, о Георгии Алексеевиче. А ты сейчас моя подруга дорогая. Я пойду к тебе в гости завтра. Так что готовь чай. Я завтра работаю. Так. Вот благодаря Пантелеймону в смысле, я могу много говорить, меня можно не остановить, потому что у меня мысли не знаю, что. А то в прошлом. Благодаря Пантелеймону Романовичу я в этом зале таком второй раз. И с такими разными интересными людьми. Короче, в прошлом году мы были 25 декабря, здесь тоже 25-го. Так. И вот в этом году. Я говорю, теперь каждый год здесь будем встречаться. Потом Новый год будем праздновать. Так, ну что про это? А что Георгий Алексеевич? Это мой дядя, родной брат моего отца. Они оба родились, отец мой, вот младшие, два брата, погодки, родились с катарактой глаз. Оба они как будто вот видят, да, ну это вообще плохо видели. Вот, видимо, да, силуэты, папа говорил, видит только силуэты. Георгий Алексеевич закончил университет Герцена, да, в Ленинграде. Там женился на русской, привез сюда свою супругу Зинаиду Федоровну. Здесь она фотография. Ага. Вот, она здесь, ну, они оба устроились в школу общества слепых, в то время называлась, да? Правильно я говорю? Школа незрячих ли называлась. Вот. Они оба там преподавали. Георгий Алексеевич преподавал историю, а Зинаида Федоровна русский язык и немецкий язык. Вот. А Зинаида Федоровна, у них детей вот в первое время не было, и в честь нее, когда я родилась, меня назвали Зиной. Вот это мне мама рассказывала. Я говорила, что меня Зиной назвали, какое-то имя. Зина, Резина меня обзывали всяко разно. Ага. Пойдем в магазин, еще когда уже выросла, там какие-то песни. Мне так не нравилось, я выхожу из подъезда, и тут парни вот на гитарах играют, и все хулиганы, я смотрю, ага. Я такая правильная, с косами длинными иду, и они кричат, Зин, пойдем в магазин. Меня так бесило, я говорю, что меня Зиной назвали? А мама говорила, ты родилась Юлей, я хотела Юлей назвать. Но папа сказал, в честь тети Зины, давай Зиной назовем. Ну, у них детей нет, вот так. Ну, это, видимо, не зря, короче. Вот. Ну, Георгий Алексеевич и Зинаида Федоровна жили здесь, в Якутске, на Петра Алексеева. И часто к ним приходили ученики. Я у них в одно время жила, работала в школе 27-й, и мне было далеко ездить с Залагом. Мы жили Залагом или в это время уже на Амосово, ну, неважно. И они сказали, зимой холодно, давай пусть Зина у нас живет. Им скучно, они вдвоем. И что я хотела? Я заметила, что незрячие ребята, школьники, к ним приходили в гости. Они частенько их приглашали, то и сами они приходили навещать своих учителей, и всегда вот они очень приветливо, тепло их встречали. Но особенно они любили Пантелеймона Романовича. Я замечала, прямо стояли у порога. Ой, Пантелеймон, когда придет, дядя Гоша смотрит на часы, что-то он задерживается туда-сюда, там тетя Зина на кухне, конфетки, что-то такое. Ну вот это. Они своих учеников по жизни, по-моему, как пестовали или как, давали советы. Вот я слышала, я помладше была, как они дают советы там на кухне, давали наставления какие-то, как правильно поступить, где там учиться и что такое дальше. По жизни они за ними следили, мне так кажется, по их разговорам. За всеми. Да, за всеми они. И девчонки приходили тоже незрячие. Я жила с Залагом, там общество слепых, дом для инвалидов, незрячих, короче, на Байкалова 6. Вот. И отец мой, Георгий Алексеевич был председателем, до Георгия Алексеевича мой отец был председателем общества слепых, да, вспомнила. Вот. Ну и ты тут стоишь, я сбиваюсь, как будто торопишь. Вот. Я начала про Георгия Алексеевича, сказали, да? Угу. Ну, так вот мы жили, короче, дружно, все и незрячих, я всех знала, разные были незрячие, но я заметила, что незрячие, они прямо стремятся так к жизни, вот как будто, вот, я не знаю, вместо это восполняют свое, видимо, то, что они не видят, у них какие-то таланты,
Многие играют вот на баянах, я знаю, на гитарах играют, вот так вот. Закончил я, оказывается, про Георгия Алексеевича просил рассказать. Да что я могу рассказать-то? Хороший человек был, конечно. Рано они умерли оба друг за другом. Тетя Зина сначала, а потом он, дядя Гоша, как я буду жить? Через полгода, по-моему, он быстро сгорел. Без нее никак не мог жить. Я хочу рассказать, Пантелеймон Романович, ты говорил про меня, не рассказывай. Пантелеймона Романовича я первый раз случайно увидела. Я в университет ходила на танцы с подружками в то время. А куда ходить-то молодым девушкам? Вот. Я училась на педагогическом училище, и вот как-то с подружками именно как, что... Ну, помню, у Пантелеймона Романовича я увидела, там он с друзьями был. Такой красивый, такой симпатичный, такой энергичный, прямо весь такой. Не скажешь, что он плохо видит. Это, чуть не влюбилась, у меня парень был, поэтому такой курносый, сахалярный. Правда, прямо такой чистенький, весь такой... А? Зачем? Так услышал, да? Сейчас можно, это безопасно, да? А в то время я с мужем я знакома с 5 класса. Ага. Его ждала с армии, по-моему. Ну вот. И я заметила, такой красивый, думаю, надо же, такой симпатичный, такой шустрый, такой языкастый прямо. Ну, думаю, девчонки, наверное, там вообще бегали за ним, да? Вы, наверное, свидетель знаете. Вот. Что я могу сказать? Пантелеймон Романович, я вот хочу перейти. У него есть родной брат, я больше его знаю, Семена Романовича. Он закончил здесь математический университет, тоже физмат, да. Вот. Где-то на фотографии, вон я его увидела. В то время мы с ним работали, эта фотография, видимо, с того времени, я его запомнила таким. Угу. Он старше меня. И я закончила школу, и мне, прежде чем поступить в педучилище, мне папа сказал, надо тебе практику пройти. А в то время это рекомендовали же, 2 года надо тебе отработать, вдруг тебе потом не понравится. Ну, короче, ассистентом учителя математики говорит, хочешь быть? Я говорю, учителя математики, ты что? Я математику вообще терпеть не могу, и математику терпеть не могу. Ну, как видите, по жизни мне везет на математиков. У меня муж физик-математик, закончил университет тут же тоже. Может быть, знаете, Игнатьев Виктор Георгиевич. Он отлично учился. Сначала он в Новосибирском учился и сюда перевелся. Из-за меня, говорит, он перевелся, чтобы меня видеть. На Новосибирском электротехническом институте учился. Вот. Ну и это что их... Семен Романович. И отец мне сказал, давай пройди практику, поработай 2 года, и подумаешь. Ну, хорошо, ладно. Ага. А брат-то его плохо видит, поэтому он в общеобразовательную школу поступил на работу в 27-ю школу. Там, где ребята нормальные, ну, обычные ребята, зрячие. Вот. А он плохо видит. И ему нужен был ассистент по математике. Я говорю, я математику терпеть не могу, а как я буду на доске там всякие эти дроби, все это, формулы писать? Не хочу, сначала упиралась, папа говорит, ничего, он тебе покажет, что и как скажет. И вот я с ним как сопровождающая, как на уроках я сидела, писала на доске, и вместе с ним работали. Но 2 года с ним проработали. И он тоже такой работоспособный, а я молодая, мне хочется гулять. Я вообще, когда работала 2 года с ним, я нигде не гуляла. Все время работала. Я только школу закончила. И это. А еще Семен Романович как будто издевается. У тебя, говорит, мальчик есть, друг? И я говорю, какой мальчик? Я вечером прихожу, говорю, еле живая. То метод кабинет идем, то он план уроков пишет. И к ним, после уроков мы шли обязательно к нему домой, потому что там тетради проверять нужно, все это. И супруга его, Нина Осиповна, все время так хорошо встречала, Нина Осиповна, я так удивлялась. Она тоже плохо видела. Она работала в школе тоже, пионер-вожатой в то время. У них девочки были такие блондиночки, дочки 2. Ну и супруга такая красивая, блондинка Нина Осиповна. И она все время готовила тут торты, компоты, 1, 2, 3. А мы дома-то по-якутски, по-простому, там суп, если есть, там 2 сахалы, махалы, никаких компотов, никаких пирожных. И мне так понравилось. И все время я думаю, когда все это закончится, пойдет, позовет меня или нет. Но, как обычно, он всегда меня звал.
И они меня очень хорошо, конечно, встречали, все. Но мы 2 года отлично отработали. Я на всю жизнь запомнила, как я с ним работала. Но вот первое время я с ним работала, но я привыкла с незрячими, все время так под руку все время держала. Но отец у меня незрячий, поэтому... И вот один раз учительница одна спрашивает: Зинаида Игоревна, можно спросить нескромный вопрос? Я говорю: да, говорю, что? Она: Семен Романович ваш муж, да, говорит. А я: нет, потому что я молодая намного. Нет, говорю, вы что? Ну, вы такие дружные, вы ему, говорит, пиджак отряхиваете, ну, отмел или что-нибудь так. Ну, по привычке это уже. Это уже, видимо, как сказать, с детства-то отец незрячий, мама тоже была инвалид по зрению. И вот это, мы с ним так вот ходили все время. И кто-то еще спрашивал, многие, и говорит: ой, мы так переживали, такая красивая девушка вышла замуж за старого или что-то такое. Так я только школу закончила. Ну вот, после этого я год отработала, потом думаю, все спрашивают, муж да муж. Короче говоря, папе говорю, я хочу поступать. Он говорит: ты что, говорит, 2 года отработай. Семен Романович сказал, он тоже это расстроился, все. Потом вдруг директор меня вызвала, по-моему, я не помню, Анна Федоровна, по-моему, звали, школы 27-й. Такая блондинка, женщина была. Ну и это, я захожу к ней, она говорит: Зинаида Гавриловна, Семен Романович, говорит, жалуется, что вы хотите его бросить, оставить, мол, вы так хорошо работали. Я говорю: да, я хочу, мне же нужно поступать. Говорю: ага, и я хочу уходить. А она говорит: а если я вас, говорит, не отпущу? Я говорю: как не отпустите? А я вам, говорит, трудовую не отдам. Сказала: а я что скажу? Молодая так стала, стою. Ага. Давайте, говорит, дальше продолжайте работать, все. Угу. Вот я с ним 2 года работала. А потом Семен Романович, брат его, мне говорит: ну что же, Зина, а знаешь, как тебя оставили? Я говорю: как? Я говорю: ну, трудовой мне не дала Вера Федоровна. Он говорит: это, говорит, мы с ней, говорит, поспорили. Она сказала: если я выиграю, ты мне шампанское поставишь. Они еще там сделку делают, мне кажется, с моей спиной. Вот так. Ну, вот с Семеном Романовичем было очень хорошо работать, хотя он очень ответственный, и дети-то зрячие же, они разные дети, еще подростки там были. Там и хулиганистые, это где вот, как на Жарницкого, там же это микрорайон такой был в то время. Дети алкоголиков, 17-й квартал, он весь известен, там хулиганов было много. Вот. Но его все уважали. Ребята, все с ним здоровались, все прямо, и меня по пути тоже, меня называли уже Зинаидой Гавриловной, уже с 17 лет, 18, ага, вот. А теперь вот с годами стали меня называть иногда даже, я сейчас в Русском театре работаю, вахтером, меня один раз сказал: Зина, я думаю, кого зовут? Оказывается, Зина, ты сегодня работаешь, вот так. С годами уже стала не Зинаида Гавриловна, а Зина. Ну, очень хорошая семья. Я еще брата вашего знаю, который в Германии служил-то. Я у вас дома была в гостях. Алексей, да. Он в форме был такой, весь бравенький. В городе Халле. 5 лет. Да. Командиром танкового взвода. Ага, помню, в форме. Ага. Но они все очень талантливые люди. Родителей я, конечно, не знаю, а вот то, что это Пантелеймона Романовича, Семена Романовича, я благодарна Семену Романовичу, конечно. Я там, как сказать, практику получила и жизни, и все такое. Потом я поступила педагогическое. И в Москву ездили в командировку. А, с Семеном Романовичем мы ездили в командировку, с моим дядей, сопровождающей я ездила. Ага, дядя меня брал там бесплатно. И с отцом я ездила с детства. Короче, он тоже был председателем. Тоже. Я там плакала прямо. Я поеду и все с тобой, с папой. Ну, там он платил, конечно, в 5 классе я училась. Ну, вот сейчас я выросла и думаю, надо же, среди каких людей талантливых я жила, оказывается, и этого не осознавала. А когда вот ты из Германии мне звонил, ко мне одна знакомая позвонила и говорит: ты что, говорит, так долго с кем разговаривала? А я говорю: ты что, говорит, я говорю, с ученым, говорю, разговаривала, похвасталась. Она уборщица, с одним, говорю, ученым не могла, говорю, прервать. Ничего себе, говорит, у тебя какие. Я говорю: да, круто, похвастаться, да, даже. Вот так. Ну, ладно. Все, по-моему. Спасибо, Диночка. Угу. Ну, давайте закругляемся, поем песни. Амбастан, Махталырета, потом подмосковные вечера.
Мақталырета, вот эту песню Мақталырета нам в хоре преподавал учитель музыки Ким Владимир Сергеевич, как я говорил выше, первый незрячий мелодист Якутии. И вот мы эту песню пели на 4 голоса. Представьте, в 7 классе петь на 4 голоса. И вот когда мы сейчас собираемся, однокашники со школы слепых, начинаем петь, и все удивляются, соседи. Вы что, из Грузии, что ли? Чего вы так здорово на 4 голоса поете профессионально? Я говорю, это результат советской школы. Вот я очень много ездил и по Якутии, и по России, и по Европе, пол Европы за эти 15 лет объездил. С Германией я сотрудничаю с 93 года. Там у меня более 10 научных партнеров, которые всегда меня приглашают. Хотя сейчас вот кризис, санкции и так далее, но в прошлом году, когда я решил подать заявку на проект этой стипендии, я, значит, думал, в связи с санкциями россиянина, тем более там якутянина какого-то, тем более незрячего, никто не поддержит. Но решил 3-й раз подать заявку, и без проблем меня поддержали. Приезжаю туда, все профессора, с которыми я все работал, все меня как родного встретили, по ресторанам водили. То есть от отношений между людьми не изменилось. Это верхи наши там, что-то не понимаю, грязную войну. А народы, как было, так и остается. И вот Владимир Сергеевич учил нас на 4 голоса, и вот эту песню я всегда пою, помню и пою. Давайте ее споем. Мақталырета. Сейчас, извините. Я не профессиональный баянист, а любитель. Көкмұран күліге аларға түйте. Марьяна Кумелес. Әліне челгие береге. Қоқыста қачаға бұжалағдай дуға. Ереккез біріре жерейір. Сүректен тақсалар ол үретілары. Үреға партия тойылды. Андайду билбетех таптала мақтала. Этиллер олыре тылыңа. Тойуғын сақалар көйіттан көйіға. Тердетчі партия сиржите. Мейтенің нибет Гырдартан чағыйбат, коммунист дулаға кәккети. Уйгула холоқо бұжылға көңілге. Коммунист партия теппиті. Сасанва саргылақ, сақаға әбәңге, кәқтибет кәскири бербейті. Бағар кысмаған әлінен береге. Бұлыре сатары дорая. Қолқосты қачаға, ол көңіл сақала.
Кия сиржити тоялга. Хоста хачага, о көңіл сахалар, коммунист партия тоялар. Ну и подмосковные вечера, заключительная песня и общее фотографирование. Все найдите слова. Не слышны в саду даже шора. Все здесь замерло до утра. Знали бы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали бы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движет, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искос? Голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце умеет. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце умеет. А рассвет уже все заменит. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Вот и подходит к концу наш творческий вечер. Хочется сказать слова благодарности всем участникам данного мероприятия. Благодарим всех зрителей, пришедших на эту теплую встречу. Спасибо вам за совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час. Спасибо за теплую и дружную атмосферу, за отличное настроение и оптимистичность настрой. От имени коллектива Национальной библиотеки разрешите вручить нашему дорогому Пантелеймону Романовичу благодарственное письмо
Мгм. А также выражаем слова благодарности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, взаимное партнерство по внедрению инклюзивной среды библиотеки. Мы верим, что в сохранении сложившихся деловых и дружеских отношений надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем вам в дальнейшем успешной созидательной деятельности, новых идей, стремлений, радости от полученных результатов и достижения новых высот, благополучной реализации всех начинаний. Директор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Сарглана Васильевна Максимова. И общее фотографирование. Так, ну, я пару слов в заключение скажу. Как вы знаете, вот я прибыл из Германии только 2 декабря. Вот это великолепный. Кто знает, что такое? Из Германии, естественно. Ну-ка, давайте, вспоминайте, я всем вам об этом говорил. Это самая известная, всемирно известная церковь в мире, Кёльнский собор. Она 3-я по высоте, она высотой в реальности 150 метров, 38 сантиметров. И самый достопримечательный факт тот, что в этом Кёльнском соборе хранятся 3 праха великих волхвов. А кто такие волхвы, я думаю, вы знаете. Первая на земле религия – это была язычество, то есть наша якутская религия. Как говорит мой однокурсник Алексей Иванович Божидонов, наше язычество – это проторелигия, но это все ученые это подтверждают. Из язычества вышли другие. И православие появилось на Руси в 988 году, когда Киевскую Русь крестили. И вот в этом соборе лежат вот 3 прах 3 волхвов. Они появились в этом Кёльнском соборе в 1164 году, когда император Филипп Барбаросса, а вы, наверное, знаете, фамилию Барбаросса все, наверное, слыхали, когда Гитлер напал на Советский Союз, его план был план Барбаросса, завоевание Советского Союза. И вот Филипп Барбаросса завоевал в Италию, и в северной Италии есть город Милан, там находился прах этих великих 3 волхвов, он оттуда их забрал и перевез в Кёльн. И с 1164 года этот прах 3 волхвов находится в Кёльне. А этот Кёльнский собор начали строить в 1240 году и закончили в 1880. 6 веков, 4 десятилетия строили этот собор. И поэтому, когда я приезжаю в Кёльн, я якут, я язычник, хотя я коммунист, атеист. Но я смеюсь, я говорю, я атеист, язычник. То есть я верю своим духом. Духу солнца, духу земли, духу воздуха, духу воды. Я даже знаю, что у этого стола тоже есть дух. Хотя говорят, что стол неосуществленный, но в нем тоже есть дух. Поэтому, когда я на даче прихожу, я всегда прошу у печки, когда топлю печку, вот я всегда Васе рассказываю, когда печку топлю, я всегда разговариваю со своими духами. И вот Александра Владимировна подметила, что я люблю заниматься огородом. А мои соседи говорят: Пантелеймон Романович, а почему у вас такие великолепные перцы, хоть подстать на ВДНХ в Москву? Какими вы химикатами их почуете? Я говорю, никакими химикатами. Ну ладно, говорит, мы узнаем ваш секрет. Осенью подходят, а мы, говорит, узнали ваш секрет. Я говорю, ну скажите, в чем мой секрет? Вы когда утром заходите, вы с ними здороваетесь. А когда вечером закрываете теплицу, им говорите спокойной ночи. Я говорю, а вам разве нельзя так говорить? То есть я с растениями всегда разговариваю, потому что это живые для меня души. И вот этот прекрасный Кёльнский собор я хочу подарить моей коллеге, с которой мы работаем много лет, которая помогает мне развивать инклюзивное образование, Туяре Николаевне.
Будете помнить про Германию, про Пантелеймона Романовича. Ну, теперь общее фотографирование.